spinning McMahon is begging. No. Oh my God! Well, WrestleMania 23 may be all grown up, but Mr. McMahon's hair has been all cut off. Чтобы стать президентом, нужно пройти долгий путь кропотливой работы над собой и своим именем. Эти люди в априори не могут быть глупыми. Да, кстати, они тоже люди и могут тупить и попадать в неловкие и глупые ситуации. Итак, это 10 президентов, которые опозорились на глазах миллионов людей. Погнали. Джордж Буш. Этот президент, наверное, один из самых веселых президентов за всю историю Америки. То средний палец покажет, то танцует как, ну вы поняли. То Ангелу Меркель тискает. В общем, веселый президент. Но бывали у него конфузы и посерьезнее. Например, при встрече с Мухаммедом Али Буш типа изобразил боксерскую стойку, на что Али отреагировал, мол, ты чё, дурачок, и загнал Буша в краску. Также неловкий момент произошел и при встрече Буша с баскетболистами, на которой мяч подвел Джорджа. Франсуа Олланд. Атупизму этого французского президента можно только посочувствовать. Он опозорился на красной дорожке с Ангелой Меркель, где от него требовалось только пройтись и поклониться военным. То он не мог сообразить, как отдергиваются шторки. С него прогнали даже пацаны, когда засняли Олланда рассекающим по городу на собачьей упряжке летом. Короче говоря, может повеселить. Вацлав Клаус. Президент Чехии Вацлав Клаус был замечен в воровстве, когда украл ручку во время переговоров. Наблюдайте внимательно. Оцениваем ручку. Да, ничего такая. Смотрим дальше. Оп, ложим в другой карман. И вы только посмотрите, сколько радости у него на лице. Просто маг и волшебник. Милош Земан. И это не единственный президент Чехии, который отличился, правда, в другом. Милош Земан явился пьяным на церемонии. Так, я в порядке, я держусь где? Так, нормально, я стою. Пиво было лишним. Здрасте. А дальше просто умора. При рассматривании ценностей, еле стоящим на ногах, его что-то так удивляет. Наверное, он увидел там закуску. Михаил Саакашвили. Наши гости сегодня. Михаил Саакашвили. Бывший президент Грузии Саакашвили тоже отличился, когда множество людей подозревали его в приеме наркотиков. Так это было или нет, решать каждому. Но что-то здесь явно не так, согласитесь. А может, он просто не выспался? Также опозорился, когда упал, переходя деревянный мостик. Но с кем не бывает. От этого никто не застрахован. Но когда он берет и сам себя позорит, грязя галстук при телефонном разговоре с Путиным, это совсем становится непонятным. Нужно же контролировать свои привычки что-то грызть, тем более, когда тебя снимают камеры. Поеду домой в хорошем настроении. Владимир Путин.
За этим президентом Российской Федерации было замечено не так много конфузов, но все же они есть. Несколько раз его ставили в неловкое положение, когда целовали ему руку. То Путин бабку напугает. То с его уст может вылететь непринужденное красное словцо. Каким будет Путин в этом сроке? Он будет закручивать гайки? Каким он будет? А вы, вот, кстати, о гайках. Не расслабляй. А вы, вот, кстати, о гайках. Не расслабляй. Петр Порошенко. Президент Украины Петр Порошенко опозорился, когда засмеялся во время проповеди батюшки и тут же перевел взгляд. Мол, мы типа из чего-то своего смеемся. А также, считаю, позорно было, когда Петр протянул руку человеку, а он отказался ее пожать. Я вам руку не пожму. Знаєте чому? Тому що ви є зрадник, ви є зрадник. Слухайте, йдіть, служіть далі, йдіть, служіть, йдіть. Но это видео было скрытно записано, когда Петр Порошенко матерился, что неприпустимо для президента, где бы он ни находился и какие бы эмоции его не переполняли. Я виноват, що 70-летнего первого человека. Я виноват за трибуны. Я с трибуны кричал, ну не берите сброю. Я лично с трибуны кричал, чтобы ни одного человека не допустили. Я рот раскрываю, кричу. Виктор Янукович. А этот бывший президент Украины отличался своим тупизмом в произношении слов и предложений. То он путает имя бывшего президента России Дмитрия Анатольевича Медведева. Уважаемый Владимир Анатольевич, уважаемые коллеги, друзья. То путается в предложениях. В самом начале с Дмитрием Анатольевичем договорились, что не будем говорить о плохом, а лучше сделаем. Поэтому мы приехали в Глухов для того, чтобы... Обратите внимание на улыбку Медведева. Но как говорится, что в голове, то и на языке. При допросе он бы точно сдал все позиции. Говори, где танк? Пойдешь через лес? Мосту. Выйдет девочка. Будь ласка, прийдіть 25 жовтня. А также известный казус произошел, когда на него упал венок. Да, это можно списать на плохие погодные условия, но как ни крути, все равно облажался.